Москва потеряла дорогой самолет, масштабный обстрел Киева и 30 миллиардов для Украины. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Украинские силы обороны попали в окружение, или это новая уловка пропаганды? Лукашенко отправляет сигнал. В Варшаве избили известного профессора, который поддерживал репрессированных белорусов. Данные украинцев могли попасть к врагу. Киберпреступники напали на Минюст. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Масштабный утренний российский обстрел Киева оказался местью за обстрел Ростовской области, которого на самом деле не было. По порядку. 18 декабря российская Минобороны пишет у себя в Телеграм такое. В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. А уже сегодня для того, чтобы, видимо, оправдать обстрел жилых кварталов украинской столицы, Минобороны РФ публикует такое. 18 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакам» с американского производства и 4 крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow». Теперь говорит текстовый Коношенков, цитирую, «Удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, Киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования «Альха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Патриот». Конец цитаты. Но это неправда. После обстрела жилых районов Киева местные власти говорят как минимум об 1 погибшем и 11 пострадавших гражданских. О том, кому нужна такая атака и не продолжение ли это путинского предложения о технологической дуэли «Орешник против западное ПВО», мы спросили у военного аналитика Яна Матвеева. Безусловно, это все подготовлено, срежиссировано, и вопросы, и высказывания Путина про «Орешник», потому что на всех его вот этих прямых линиях всегда все вопросы, большинство из них, они подготовлены, людей готовят, и, собственно, Путин готовит свои остроумные, как ему кажется, ответы. И атака, которая была сегодня утром, она, безусловно, готовилась тоже заранее. Спонтанно это все не делается. Так что это точно такое совместное действие. Я думаю, что это как может быть действительно неким анонсом ударов Орешника, так и просто очередным желанием Путина показать, что Украина не способна защитить свою столицу. И европейским странам, политикам, людям просто показать, чтобы они, скажем, уверились в своих мыслях о том, что, нужно все это заканчивать, нужно Украине любой ценой сдаваться Путину и так далее. Вот видите, даже по столице наносят удары. И дополнительно опять показать свою силу, то есть Путин же не просто так постоянно твердит про «Орешник», он хочет, чтобы его боялись, поэтому и удары тоже просто по мирному городу. В то же время российские паблики публикуют видео попаданий по так называемому зданию Министерства госбезопасности ДНР. Не все видео мы можем показывать тут, но в нашем телеграм-канале оно есть, не забывайте подписаться. На аэродроме Астафьево под Москвой 12 декабря рванул военно-транспортный самолет Ан-72, принадлежащий ВМФ РФ. Рванул не вверх, а в разные стороны. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, причиной стала детонация силовой установки. Самолет стоимостью примерно $4,5 миллиона теперь списан в металлолом. Ан-72 — это советский транспортник, который активно используется для военных перевозок. Самолеты такого типа применяются для транспортировки личного состава, техники и грузов. Взрыв на стратегическом аэродроме под Москвой — это очередной привет российскому военному командованию и еще один удар по логистике армии, которая и так испытывает трудности из-за изношенной техники. Случайности на аэродромах все чаще перестают быть случайными. Новости с фронта неутешительные. Сервис Deep State опубликовал информацию о том, что россияне могут окружить украинские войска в районе Курахова.
Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного Успеновского мешка. К сожалению, выйти из него смогли не все. И пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку. Но в силах обороны Украины эту информацию опровергли, говорят, всех вывели из окружения еще раньше. Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения. Так ли это? Могли ли забыть о ком-то в Успеновском мешке? И что в принципе происходит на том участке фронта? Мы спросили у военного аналитика Яна Матвеева. В самом Курахове остаются украинские войска, и рядом в промзоне Кураховской ТЭС остаются они. Но ситуация такова, что и сам город Курахово может быть окружен сразу по нескольким направлениям. Со стороны Зеленовки, населенного пункта, со стороны Старых Тернов, даже где-то со стороны Дальнего по ближней такой траектории может быть окружен город Курахово. И вот об этом тоже пишут украинские аналитики, как об очень опасной ситуации. Все-таки причиной окружения в районе Успеновки было плохое командование. То есть бойцам не дали вовремя сигнал на отход. То есть командующие не понимали оперативную обстановку и насколько там все серьезно. То есть в какой момент уже все, кризис, надо выходить срочно. И вот сейчас опасаются, что относительно Курахова тоже будет такая проблема, что бойцам не разрешат, не дадут приказ вовремя выходить. Все-таки это война же, эти люди не могут сами решать полностью свою судьбу, которые находятся там. То есть, да, они могут, наверное, в какой-то момент понять, что нет, все, бросаем, уходим, потому что уже конец, но они, в конце концов, должны выполнять приказы. И они, если им сказали держаться, вот они держатся, они ждут приказа на отход. Еще одна атака, но теперь в киберпространстве. На украинское министерство юстиции сайт и реестры перестали работать, и в сети распространялась информация о краже личных данных. Но профильный министр говорит, что утечка данных не подтверждается. На даному етапі припинена робота всіх реєстрів в цілях безпеки, знову ж таки збереження інформації та уникнення подальших провокацій. В першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Першочерговим для нас є відновлення реєстру прав на нерухоме майно та реєстру юридичних фізичних осіб. В общем, кажется, все обошлось, но это не точно. В Варшаве ночью напали на Яна Малицкого, человека, который годами поддерживал репрессированных белорусских студентов. Профессор сейчас в больнице. Двое неизвестных подошли к нему в Казимировском парке, уточнили имя и сразу ударили по голове. Нападавшие скрылись. Малицкий очнулся уже в машине скорой помощи. Ян Малицкий – директор программы имени Костуся-Калиновского, которая помогает белорусам, лишенным права на образование из-за политических взглядов. Во Франции, Голландии или Испании большинство не знает, где находится эта Беларусь. А в Польше о Беларуси говорят по телевизору каждый день. Здесь Беларусь все знают, и поэтому есть такое позитивное отношение к гражданам Беларуси. Здесь знают о преследовании Анджея Почобута. Его я считаю героем. Он мог бы уехать из Беларуси, только ему тогда пришлось бы отказаться от своего города, от своей родной земли и от своей идеи независимой Беларуси. В каком-то смысле он выбрал тюрьму. Польша и лично Малицкий стали надежной опорой для тех, кто не сломался под давлением режима. Польские власти пока молчат. Центр Восточной Европы информации пока не подтверждает, но молчание тоже знак. Евросоюз продолжает держать руку на пульсе войны в Украине и не сбавляет темпов поддержки. Дополнительные 30 миллиардов евро в 2025 году. Это не просто цифра, а сигнал того, что Европа не намерена оставлять Киев один на один с российской агрессией. С начала полномасштабного вторжения ЕС уже вкачал в поддержку Украины около 130 миллиардов евро. Это деньги на вооружение, восстановление инфраструктуры, стабилизацию экономики. Антонио Коста после встречи с лидерами ЕС подчеркнул, что союзники остаются на одной волне по украинскому вопросу, и хотя внутри блока нарастает давление и разногласия по многим вопросам, фронт поддержки Украины пока держится крепко.
Мы будем реализовывать 15-й пакет санкций против России, который мы одобрили на этой неделе. Этот пакет закрывает лазейки и ограничивает обход и особенно направлен против так называемого теневого флота. Во-вторых, мы уже предоставили около 130 миллиардов евро финансовой поддержки Украине и предоставим еще 30 миллиардов евро в 2025 году. Урсула фон дер Ляйен также напомнила о другом очаге нестабильности — Сирии. ЕС настаивает, что возвращение беженцев должно быть добровольным, безопасным и достойным. Очевидный намек на то, что пытаться насильно отправлять сирийцев назад в страну, где нет никакой гарантии безопасности, неприемлемо для ЕС. Для России это еще один звоночек. Европа не отступает. К тому же МВФ готова оказать помощь в восстановлении Сирии. Страна является членом МВФ, но уже более 10 лет не участвовала в регулярном наблюдении и не вступала в активные контакты с фондом. Мы надеемся, что теперь наша страна сможет приступить к решению своих глубоких гуманитарных и социально-экономических проблем и начать восстановление сирийской экономики. Фонд не имел значимого взаимодействия с Сирией с 2009 года, когда проходила последняя консультация по 4 статье. Если говорить об оценке ситуации на местах, то она действительно нестабильна. Слишком рано делать экономическую оценку. А в Вашингтоне тем временем собираются увеличивать свое присутствие в Сирии и в регионе. В Пентагоне заявляют, что американских военных там значительно больше, чем все думают. Итак, общее число сил, официально развернутых в Сирии, составляет 900 человек. Так что это само по себе с точки зрения дополнительных цифр, как вы знаете, с годами может меняться. Очевидно, что, учитывая текущую ситуацию в Сирии, совсем недавно стало известно о том, что, возможно, есть больше сил, чем официально считается. Сегодня мы получили цифры, значительно превышающие 900, и это количество может увеличиться. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.